Моя дочь уехала в детский лагерь, название «Чайка». Я был там неделю назад. Вот, приезжал, ну, как бы там интересовался, кормежка нормальная, там 3 бассейна вроде как. Но дети были предоставлены сами себе. Вот. Она как-то неоднократно звонила, мне как-то там телефон украли, потом телефон нашли у мальчика, там, вожатая. Затем там как-то ее там толкнули мальчики, она звонит, плачет: папа, приезжай, забери меня. Я говорю: что там произошло? Она говорит: меня тут толкнули мальчики, как бы избили, ну что-то в этом роде. Вот. Я говорю: где там вожатая? Она говорит: вожатая у вожатой выходной, она в городе. Я говорю: ну есть там кто-нибудь старший, кто отвечает там? Ну вот есть как бы воспитатель, но его тоже где-то нету. То есть, ну, дети. Затем она звонила как-то поздно вечером, тоже плакала, там 2 девочки потерялись. Их нашли в 11 часу вечера, где-то там в районе кладбища за территорией лагеря. То есть вот ситуация такая. Тут я узнал, как бы буквально вчера вечером звонит мне ее подружка Алина и говорит: дядя Витя, как бы крепитесь, Диана упала с какой-то вышки, вот, и, значит, что-то повредила себе, ее вожатая унесла на руках в медпункт. То есть вы не сами узнали о том, что ваша Я не дочь... сам, меня как бы и встревожило, что администрация лагеря, никто не позвонил ни мне как отцу, ни матери, ни бабушке, то есть никто нам по сей день и сейчас никто не сообщил. Прошло уже больше дня, и до сих пор от никаких вестей... Ну, это произошло вчера, то есть и никаких известий абсолютно, никто ничего даже хотя бы там как-то сообщили, что так и так случилось, там, никто, вот шито-крыто как-то вот так вот. После обеда я сразу поехал туда, заехал в администрацию главы Республики Коми, непосредственно к Киселевой Галине Викторовне. Вот там еще 2 женщины было. Я сообщил ситуацию, вот, и как бы они начали звонить, выяснять. Затем мне сообщили, что да, действительно, дочь находится в реанимации. Вот. Но мне как бы там врач сообщил, якобы, когда я приехал к дочери, зашел к хирургу и сообщил, якобы у нее разрыв селезенки, они остановили кровь, вот, и как бы состояние стабильное. Но я здесь вот пообщался с медсестрой, она говорит, селезенка как бы там, а ее обычно удаляют. То есть что-то тут не то, я не знаю, может, или доктор не договаривает, но так или иначе до сегодняшнего часу и минуты как бы никто не сообщил о дочери, не извинились, ни там что произошло, то есть все как-то вот так вот все шито-крыто. То есть А в настоящий момент где она находится и какое состояние сейчас? Сейчас она находится в ДРБ, вот, в городе Сыктывкаре. Я вот только недавно от ней приехал, вот, но, значит, отвез ей там фрукты, с ней поговорили, но она тоже говорит, якобы там упала сама, но никого рядом не находилось. Ребенок тоже говорит, что якобы там дети сами себе предоставлены, то есть старших вот, никого, поэтому я как бы не знаю. Я завтра собираюсь ехать в прокуратуру, потому что я сегодня не успел, времени очень мало, пока вот ходил непосредственно там, администрацию республики, главы Республики Коми, и затем уже к врачу и к дочери. Времени не хватило, завтра буду писать в прокуратуру заявление, вот, о возбуждении уголовного дела, так как кто-то должен нести ответственность. Вот, недавно у нас как бы год прошел по погибшим 6
чужим детям, наверное, тоже, Утонули, которые- да, которые утонули. И так или иначе, я считаю, ну, девочка уехала совершенно здоровая. Я ей перед этим купил велосипед. Она такая радостная и не хотела уезжать. То есть она говорит: папа, да зачем мне лагерь там? Я говорю: ну, доча, езжай там с детьми, отдохнешь, как бы настоял. И в результате я сейчас жалею о том, что вот как бы так чувствую себя виноватым в том, что вот отправил ребенка в лагерь и случилось непоправимое. Она как бы сейчас инвалид на всю жизнь. Сегодня общались с, запамятовал Виктор Петрович Быстров. Вот ЧП случилось с его дочерью вчера. Она попала в больницу. Мы просто хотели, ну, у вас комментарий получить. Как так получилось, из-за чего и, ну, то есть какие меры были приняты? Ну, по этому поводу вы, во-первых, не со мной должны беседовать. Так. А есть у нас генеральный директор Игорь Николаевич Филатов, который находится в городе по Орджоникидзе 14. Всю информацию вы можете получить только у него. Я не являюсь юридическим лицом здесь. Так. Я только начальник подразделения лагеря. А Мгм. есть генеральный директор. Все вопросы, пожалуйста, к нему. Ну просто я не думаю, или он, не знаю, он в курсе, не в курсе, ну, вот каких-то подробностей этого А происшествия. как не может быть генеральный в курсе, ребята? Мгм. Собственно говоря, у нас и один был ключевой вопрос. То есть отец жаловался на то, Вы что... поймите, что я на Мгм. ваши вопросы без юридического лица не имею права отвечать. Для этого есть вышестоящее руководство. Все вопросы вы к нему, и никаких проблем. Он скажет он вам, чтобы я вам что-то отвечала, я буду отвечать. Давайте мы... Нет, Не, ребята. Нет, давайте, у вас есть телефон, я могу вам позвонить, и мы сможем, то есть, вопрос этот решить. Вы обращаетесь к генеральному, вы с ним Вы, общаетесь. ну, помогите, если вы подскажете Нет, телефон. я вам готов. уже говорю адрес. На Орджоникидзе 14. Игорь Николаевич Филатов. Вы подходите к нему. Все вопросы он решает, Хорошо, и вы тогда хорошо. с ним Давайте, это всё. я, например, сейчас позвоню своему редактору, он свяжется с Филатовым, и если он даст разрешение, то есть мы пока поставим здесь. Телефонные распоряжения я не выполняю, ребята. А каким Это- образом? То есть каким образом сделать? это вы- Он должен я- приехать сюда и сказать вам Нет. лично? А как? Это уже он будет говорить, как мне сделать. Вы только обращаетесь к нему, ребят. Нет, я и говорю, давайте вы подождите. Нет, по телефону я не буду этот вопрос решать. Во-первых, у меня рабочий день уже даже закончился, если так на то взять, да? Мгм. Юридически, да, я могу Нет, конечно, полностью. никто же вам не мешает. Каждый человек, вы тоже, у вас есть тоже какое-то ограничение. Уже достаточно не такой вариант. Конечно, хоть я работаю, Мгм. лагерь работает, я работаю. Я даже в этом плане могу не отвечать на ваши вопросы сейчас. Мгм. Просто по-человечески я с вами разговариваю, я вам объясняю, какая ситуация. Вы должны в первую очередь обратиться туда. Понятно, ну давайте, просто не вопрос. Сейчас мы А его- потом все уже решаемо, как они мне скажут. Я даже тоже так же могу заму своему позвонить и сказать, что вот есть такие люди, которые обращаются. Мгм.